Судьба героя нашего выпуска не только еще раз подтверждает, насколько искренне и самоотверженно защищали ингуши во все времена интересы государства. Через его жизнь открывается особенная необычная сторона истории нашего народа. Бекхан Халухаев начал военный путь еще в годы Гражданской войны, сражаясь за советскую власть в составе, организованной его отцом и состоявшей из родственников и однофамильцев сотни. Его карьера, наверное, сложилась бы более удачно, если бы не депортация в 1944 году ингушей в Казахстан. Наш герой решительно отверг предложение остаться, предпочел разделить судьбу своего народа. Халухаев Бекхан Алибекович родился в 1902 году в селении Плиево. Его отец, как и его братья и сам он, были видными революционными деятелями гражданской революции на Северном Кавказе. Его отец был награжден 2 орденами боевого Красного Знамени, и он был командиром партизанского отряда, который носил гордое название «Халухаевская сотня». Алибек был удостоен 2 орденами Красного Знамени за его героические подвиги, потому что он воевал не только здесь, в Ингушетии, но и в других регионах за советскую власть. Но он был репрессирован, как и многие такие просвещенные лидеры, вот как-то их ликвидировали. И судьба этого человека канула в безвестность. Дальнейшая судьба его не прослеживается. Оставшись без отца, Бекхану пришлось взять на себя заботы о большой семье. Приложив немало сил, он получил хорошее образование сам и помог выучиться младшим. В семье Алибека было 4 сына и дочь. А старшим в семье оставался Бекхан, и вот вся ответственность за семью легла на плечи Бекхана. Он помог дать образование и своим братьям. Бекхан Алибекович был образованным человеком. Он окончил сначала реальное училище, затем Киевскую школу командиров кавалерийского состава, затем окончил школу усовершенствования командно-начального состава, а затем и высшую военную школу имени Фрунзе. 20-е и 30-е годы прошлого столетия – очень сложный, тяжелый период истории России. Это время массовых репрессий, когда в жернова событий попадали совершенно безвинные люди. Не обошла эта участь и Бекхана. Боевой и трудовой путь начался с 1937 года, когда его назначили начальником полка 141-го и егерского кавалерийского дивизиона. В те годы он был схвачен по подозрению в шпионаже, и 2 года он провел в тюрьме. Из него пытались выбить признание, но он сопротивлялся, и в эти 2 года он проявил себя сильным человеком, который сделал свой выбор и не стал одним из тех людей, которых сломала система. Позже его восстановили в должности и направили в город Владимир. Там он был начальником одного из подразделений войск НКВД. После освобождения Бекхан Халухаев продолжил военную службу. Его назначили начальником курсов начальствующего состава НКВД СССР в городе Владимир, а с началом войны направили на Северный Кавказ. В 1941-1942 годах он командовал 178-м мотострелковым батальоном войска НКВД, а затем и горно-стрелковым дивизионом, целью которого была ликвидация фашистских банд на территории Северного Кавказа, то есть поиск диверсантов и защита тыла. В феврале 1944 года началась депортация ингушского народа в Казахстан и Киргизию. Бекхану Халухаеву предлагали остаться и продолжить службу. Такими ценными кадрами очень дорожили. Но наш герой, как уже было сказано, даже не ставил выбора. Он не представлял свою судьбу отдельно от своего народа. Таким образом, в 1944 году Бекхан Халухаев был направлен в Алма-Ату на должность начальника лагерей военнопленных. Как он сам говорил, мои, говорит, братья, сестры будут от голода умирать, а я буду находиться здесь. Нет,
я, говорит, это пережить не могу, и я поеду спасать свой народ. И так он и сделал. По приезду в Алма-Ата он очень многим людям там помог. И с домом, и с питанием, и вообще, чтобы устроить куда-то и на учебу, и на работу. Всевышний наградил Бекхана множеством детей. И нужно сказать, что наш герой понимал цену этого счастья. Рождение последних детей здесь воспринималось так же радостно, как и самых первых. Семья у него была большая, у него было 12 своих детей и 2 приемных. Опять же, это говорит о его человеческих качествах, что он принял в семью детей и воспитал их как собственных. Всем детям он дал хорошее образование, и у него было 5 сыновей, и 3 из них пошли по его стопам. Они закончили высшее. Надо отметить, что одни из первых ингушей, которые закончили Суворовское училище. Вот, Бексултан и Асланбек. Они закончили свою службу в звании уже полковников. Он, конечно, старался всех своих детей определить, дать военное образование своим сыновьям прежде всего, потому что и наш дед Алибек Бурсугович Халухаев, который образовал в 1917 году сотню ингушскую, кавалерийский отряд. И вот с этого у папы, можно сказать, и началась стезя вот эта военная. Он в этом отряде был с 17 года по 18 год. Бексултан и Асланбек, начиная с 7-летнего возраста, поступили в Суворовское училище Орджоникидзевское, закончили его, затем они поступили уже в военное, высшее военное училище. Асланбек закончил Московское высшее военное училище кремлевских курсантов. Закончил. Бексултан закончил Одесское высшее военное училище. Вот. А 3-й брат Заурбек, он закончил Бакинское высшее военное училище. И вот 3 братьев у нас дослужились до полковников все. Конечно, то, что сыновья Бекхана Халухаева пошли по военной стезе, определялось и его желанием. Но это никак не было навязано. Просто для мальчиков отец был образцом во всех отношениях. И каждый из них стремился к максимальному сходству с ним. Это его желание было. Да и мы хотели. Отец у нас был красавец, 2-метрового роста. Я закончил Одесское высшее общевойсковое командное училище. И командир взвода был. Потом короткое время, буквально месяц-два там, меня поставили командиром роты. Служил я на Кавказе, в Охалске. Бекхан Халухаев был очень грамотным и всесторонне развитым человеком, очень тонко мыслившим и чувствовавшим этот мир. И наш герой понимал, что ребенка нужно развивать во всех возможных направлениях. Старший был Алихан, как бы из ребят. Он аккордеонист, в музыкальной школе учился. Я также. Бексултан скрипач. Вот он скрипач. Луиза у нас закончила класс виолончели, как она говорила, музыкальное училище. Ну, в дальнейшем, конечно, она уже другую как бы себе профессию приняла, кулинар, кондитер. Вот. Раиса, наша сестра, которая, к сожалению, ушла с этой жизни, она закончила Тбилисское хореографическое училище. После этого она, когда закончила, приехала в Грозный. Судьба практически каждого из детей Бекхана заслуживает отдельного внимания. Все они получили образование, успешно реализовались в жизни, нашли себя в семье и в профессии. Луиза, когда закончила кулинарное училище, тогда техникумов не было, училище,
Она одна из кондитеров была, таких, знаешь, профессиональных, которая работала потом при химзаводе, в Грозном был химзавод, она работала в этом, значит, кулинарном цехе и была очень профессиональный кондитер. И про нее сняли фильм, вот, как это все она шла из дома, выходила, доходила до своей работы. Есть киножурнал про нее или телеочерк. Рассказать обо всех детях Бекхана в рамках одной программы не представляется возможным, но связанную с дочерью Индирой знаменитую историю не упомянуть нельзя, ведь она во многом раскрывает многогранность личности нашего героя. Год моего рождения, 57-й год, 19 апреля, как раз мы жили тогда в Алма-Ата, и в это время приехал Джавахарлал Неру со своей дочерью Индирой, она тогда не была премьер-министр, он приехал по своим делам в Казахстан. Вот. И рождаюсь я в этот момент. Ну, а папа у нас был очень деятельный человек. Папа решил назвать меня в честь Индиры. В честь Индиры. И написал письмо. Не просто так он дал имя, а написал письмо. Москва, председателю Совета министров Союза СССР товарищу Булганину. В целях скрепления дружбы советского и индийского народа мы назвали свою дочь, которая родилась 14-й по счету, именем Индиры Ганди. Ниже сего излагаем текст телеграммы. Индия, Дели, премьер-министру Джавахарлалу Неру для госпожи Индиры Ганди. Во имя вечной советско-индийской дружбы и любви, во имя защиты детей во всем мире, во имя мира во всем мире, мы назвали свою дочь, которая родилась 14-й по счету, Индира Ганди. С 20 апреля 1957 года в ЗАГСе Фрунзенского района города Алма-Ата, Казахская ССР, числится вторая Индира Ганди. Все дети живы, здоровы, фото и свидетельства о рождении вышлем почтой. С материнским приветом от маленькой Индиры, мать-героиня, родившая и воспитавшая 14 детей, Халухаева Надежда Магомедовна, и отец-полковник в отставке с выслугой 36 лет Советской армии Халухаев Бекхан Алибекович. Вот это письмо он отправил 25 апреля в 1957 году с Казахстана. И вот, значит, приходит ответ от Индиры Ганди. Вот. Копия, перевод с английского языка русский. Дорогая Надежда Магомедовна Халухаева, отец просил ответить на вашу телеграмму от 25 апреля. Мы очень обрадовались, узнав о том, что вы родили 14-го по счету ребенка. Хорошо, что вы назвали ее Индирой. Я надеюсь, что она вырастет красивой и с особо теплым чувством к нашей стране. Ваша семья – это ваша радость, должна быть для вас всегда радостью. Так как я являюсь единственной дочерью своих родителей, я могу оценить веселье и дружбу большой вашей семьи. Самыми лучшими пожеланиями вам и вашему мужу и детям, преданная вам Индира Ганди. 7 мая 1957 год. Резиденция премьер-министра Новой Дели. И вот так пошла эта история. Это событие вызвало такую радость в Индии, что в скором времени проведать семью Халухаевых приехала специальная делегация. К нам приезжают послы с Индии, Кришна Менон в Алма-Ата. И происходит знакомство, встреча с нашей семьей. Папе, конечно, предложили, говорят, мы выделим вам в правительстве комнату, чтобы вы могли встретить.
Папа говорит, нет, ничего не надо, у меня есть дом, в котором я приму своих гостей дорогих. И встретил в своем доме эту делегацию индийскую. Обменялись подарками. Кришна Менон привез от Индиры Ганди подарок. Это шарфы, 2 шарфа из штата Раджастан, откуда рожденная Индира Ганди. Один золотой, другой чисто шелковый. Вот он преподнес этот подарок, а папа преподнес Кришна Менону, послу Индии, серебряный прибор. Семья Холухаевых без преувеличения поразила гостей из Индии. Они со стороны Индии очень были удивлены, что такая семья, и каким образом ингуши оказались в Казахстане. Посетивший Холухаевых индийский посол был настолько очарован этой семьей и их историей, что приехал к ним снова уже вместе с супругой. Мы писали, папа писал всевозможные поздравления с ее назначениями. Потом, когда отец умер, соболезнования, Джавахарлал Неру, ее отец. И освещали, что у нас происходит в момент моего взросления. Да? Вот. А в 1961 году Индира Ганди, значит, на мой день рождения присылает мне куклу. Тоже это кукла ручной работы из штата Раджастан, ее штата знает. Индира бережно хранит все присланные ей подарки. Ее трепетное отношение к этим вещам видно уже потому, как хорошо они сохранились. Это вот та самая кукла, ей уже 62-й год, как и мне. Вот. Из ее штата Раджастан, штат Индиры Ганди. Сделана ручная работа, она тряпичная, эта кукла. Ну, все их украшения, вот. Немножко уже тут время свое дело делает. Вот такая вот кукла мне была прислана. Вот. Это ее личная коробочка. Как получила я, так она и хранится. Тут вот все и написано. Москва, МИД СССР, Холухаевой Надежде Магомедовне и Бекхану Алибековичу. Вот. А это, значит, тоже опять-таки все здесь зафиксировано, что это от Индиры Ганди. Видишь, уже сколько лет, уже пожелтело. Вот такой национальный у них, значит, шарф индийский. Сделан из чистого золота. Он, кстати, чистое золото берется, и вытягивали нити с этого золота. Поэтому уже ему, считай, 62-й год пошел, он не теряет свой блеск, свою красоту. И вот такой дорогой подарок она преподнесла нашей семье, мне. Я все хочу его на какую-нибудь свадьбу одеть, и как-то у меня не получается. Или на какое-нибудь торжество. А это у них, значит, чистый шелк, ну, тоже время свое дело делает, потому что шелк такой девичий шарф, тоже золотыми нитями, потому что блеск держится уже сколько лет. Вот такой к саре, к их национальной одежде, вот такой шарф, чисто шелковый. Несмотря на то, что детей у Бекхана было много, он удивительным образом умудрялся уделять внимание всем. Относился к каждому ребенку как к единственному. Папа занимался пчеловодством, помимо своей должности. Вот у нас сад большой был.
такой. Вот мы ему там иногда помогали. Мама нас иногда ругала, особенно вот нас, старших. Начинала там, что уроки там не делать или так. А он всегда как бы нас защищал. Оставь детей. Мама говорит, да, там уроки не учат или как бы так, типа, шалят. А отец такой был очень, он спокойный, добрый. Он каждому ребенку, каждому вот как-то подход делал, каждому давал он им наставления. Бекхан Халухаев ушел из жизни в 1964 году. Для своей семьи он был больше, чем отец. Это был верный друг и наставник, настоящая опора и поддержка во всем. Он все мечтал меня в 1 класс повести. Красиво, чтобы это было. Знаешь, как он любил это все торжественно. Ну, из-за болезни, конечно, он не смог это сделать. И вот я помню такой случай. Папа, значит, собирается с Алиханом, старшим сыном. Ну, своя машина была. Он мне говорит, что тебе привезти? Он как бы меня вот любил больше всех, так говорят. Ну, я и сама знаю. Я говорю, конфеты. Конфеты, папа, привези. Ну, и так время проходит. Вдруг слышим мы какая-то вот суета, волнение. Оказывается, Алихан подъехал к гаражу и кричит оттуда: папе плохо. Папе плохо, спускайтесь вниз. Мы жили на 3-м этаже в Грозном. И мы все бежим вниз на 1-й этаж. И я бегу вниз тоже, одна из первых. И смотрю, а там как от парадной идет такой-то вход, перила, и он держится за перила уже на коленях, такой громила, да, в военной форме. И я подбегаю, папа, а он на меня вот так вот держится за эти перила, так на меня смотрит и вытаскивает отсюда этот кулек с конфетами, мне отдает. Вот представь, какой был человек. У нашего героя огромное число потомков. Для детей, внуков и уже правнуков он образец того, как нужно жить. Его судьба является примером для всех. Внуков у мамы и папы, ну, к сожалению, папа своих уже внуков не застал. Единственное, он застал своей старшей дочери Розы. На тот момент 3 внуков. И где-то внуков, ну, человек 70-80 детей, внуков. И от этих внуков уже правнуки, наверное, где-то человек 15-16, а может даже больше, мы уже не считаем даже. Вот. Ну, все дети учатся, стараемся их тоже воспитывать, чтобы стали хорошими, самое главное, порядочными, честными людьми, вот, чтобы никого не обижали, никому не делали подлости. Вот в таком духе продолжаем так же, как наш отец. Только он нам как бы завещал, что будьте порядочными, помогайте друг другу и также посторонним, кто попросит помощи, никогда не отказывайте. Вот. Ну и создавайте свои семьи, он старшим говорил. Те, кто желает больше узнать об этом выдающемся человеке, могут посетить музей Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия, где представлены награды, документы и другие вещи Бекхана Халухаева, переданные его семьей. Также материалы о нашем герое хранятся в Ингушском государственном музее краеведения. За свою военную карьеру он был удостоен многих наград, не только во время Великой Отечественной войны. Среди наград у него орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль за оборону Северного Кавказа.
Задача нашего музея – находить такие имена, восстанавливать их жизненный путь и записывать в летопись истории все их подвиги и на их примерах воспитывать наше подрастающее поколение.